Наш путь лежит на самый крайний север нашей республики, Янаульский район. Крайний север звучит как нечто очень отдаленное, но в нашем случае это не так. А целью нашего путешествия является рассказ о земле Уран, имя которой удивительно созвучно названию одной из планет Солнечной системы. Но, уверяю вас, это простое совпадение. Уран – это название одного из подразделений башкирского народа, в прошлом составлявшего титульный род Уранской волости, отмеченной на карте башкирских родов. Кстати, она не самая северная волость исторической Башкирии. К северу от уранских башкир находится действительно самая северная группа башкир – Гайна, бывшая Гайнинская волость, территория которой осталась за пределами Республики Башкортостан в составе Пермского края. Как можно заметить, селения башкир рода Уран компактно расположены вдоль реки Буй и ее притоков, почему в исторических источниках они иногда именовались просто буинцами. 200 километров езды по не слишком хорошей асфальтовой дороге мы проехали без особых затруднений. И вот перед нами Янаул. Применительно к Янаулу часто используется эпитет «северные ворота Башкортостана». Действительно, Янаул является самым северным городом нашей республики. В 30-х годах 18 века Янаул был небольшой деревушкой, в которой проживало около сотни башкир Уранской волости. Теперь здесь живет более 25 тысяч человек. В последний раз мы были в Янауле несколько лет назад. За это время город сильно изменился. Он заметно похорошел и благоустроился. Появилось множество новых объектов, добавивших ему удобства и современности. Строительство еще в дореволюционные времена железной дороги Казань-Екатеринбург, пролегшей недалеко от деревни Янаул, а также бурное развитие нефтедобычи в 60-е годы прошлого века дали мощный толчок развитию населенного пункта, и в 1991 он получил статус города. Сейчас прозвучит песня «Сирень» на стихи Евгения Долматовского. Поет солист Башкирского театра оперы и балета, лауреат премии комсомола Башкирии, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Радик Гореев. А я вот не был на войне, потом пришлось родиться, но знаю, что у нас в семье с войны письмо хранится. Наверное, самым известным в масштабе всей страны уроженцем Янаула был народный артист РСФСР и Башкирской АССР, оперный и эстрадный певец Радик Арсланович Гореев. Вот по рассказам он всегда пел. Пел, когда просто по улице шли. Пел, когда ягоды собирали. И вот он ходил смотреть телевизор. Ну, не все дети ходили смотреть телевизор. И смотрел на Муслима Магомаева, восхищался его пением. Говорил, что вот как хорошо поет, и я также буду петь. И на самом деле ведь сдержал слово. И они на одной сцене с Муслимом Магомаевым стояли на одной сцене. И вот пели русские народные песни, лучше, скажем, вот самих русских. История башкир-уранцев насчитывает более 1000 лет. В мусульманской литературе он впервые упоминается в работе персидского историка начала XIII века Фахриддина Мубаракшаха. Историограф Фахраддин Мубаракшах Марваруди упоминает уранцев в контексте перечисления тех племен или тех этнических образований, которые составляли тюркский мир Великой Степи, того региона, который персы называли Дэшты-Кипчак. Буквально пишет он следующее. «Торканра габоэль сахт бес яраст, вабиштер дар сахраха бошанд». Тюрки делятся на племена,
их бесчисленное множество, большинство из них обитает в степях. Ороз, агузы, хето, китаи или катайцы, кай, уран. В XI веке в Средней Азии возникло государство Хорезмийский султанат. В конце XII века Хорезмшах Текеш заключил союз с кыпчакским ханом Альп-Кара-Ураном, после чего племя Уран пополнило войско султана. Хорезмийская держава достигла апогея могущества в начале XIII века, когда ею правил Алауддин Мухаммад II, сын Текеша. Его матерью была Теркен-Хатун, носившая пышный титул Худавенда и Джахан, то есть «Госпожа мира». Этим и объяснялось большое влияние племени Уран в государстве Хорезмшахов. В пассаже Атам Алика Джуэйни, повествующем о происхождении матери предпоследнего Хорезмшаха Мухаммада ибн Текеша, Теркен-Хатун, говорится, что она происходила из племени, которое само себя называло Уран. Буквально он пишет следующее. «Аз хели хишан мадарешке и шанра ураниян хандент». И значительная часть его войска происходила из тюркского общества, из которого происходила и его мать. И сами себя они называли ураниян, то есть уранцы. Однако с востока к границам султаната уже надвигалась катастрофа в лице Чингисхана. Разбитые кыпчаки, в том числе племя Уран, укрылись в Башкирии. Как писал хивинский историк XVII века Абул-Гази Бахадур-хан, кыпчакский народ собрался и произошла битва. Джучи-хан победил и перебил попавших ему в руки кыпчаков. Те из них, которые спаслись, ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь является потомками тех кыпчаков. Иштяки – это экзоним, то есть внешнее обозначение башкир со стороны других тюркских народов. Первым исследованием, которое было посвящено непосредственно племени или клану Уран в рамках тюркологии, было исследование выдающегося турецкого историка, одного из основоположников гуманитарной науки в Турецкой Республике, Фуада Köprülü. В своей статье «Уран Кабилеси. Племя Уран», изданной в 1943 году, Фуад Köprülü писал: «Имя Уран, как название племени, сегодня встречается только у башкир». Он также составил карту миграции племени Уран из района первоначального обитания в Восточном Туркестане в бассейн Сырдарьи, а после монгольского погрома движение на Ближний Восток и в Башкирию. Действительно, род Уран – эксклюзивное башкирское явление. Названия Кипчак, Киреид, Минг, Табын, Канглы имеют переклички в родовой структуре башкир, нагаев, казахов, узбеков, кыргызов и других. Но род Уран есть только у башкир. История упоминаний этнонима Уран насчитывает более тысячелетия. Не всякий народ имеет такую продолжительность существования. Тем временем мы приближаемся к селу Кисяк-Каин, в котором проживает более 500 человек. Село фиксируется в архивных документах, начиная с XVIII века, хотя многие жители убеждены в том, что оно на несколько веков старше. Населенный пункт благоустроенный, однако на улицах уже не так часто услышишь шум детворы. К сожалению, сельский мир сужается в связи с растущей урбанизацией. Именно в Кисяк-Каине у местного муллы Кашафа хранилось одно из 3 ныне существующих вариантов шежере рода Уран. Кашаф мулланың оныгы Матхан әйләндергән кириллицага 1954 елда Уфадан bir научный экспедиция келгенде, и шуларга берип җибәргән. Менә бу шәҗәрәдә мин үземнең картитәләремне таптым. Мин ревизский сказкалар буенча инде төзегәнем үземнең шәҗәрәмне. Карап утырам, шул исемнәр. Ана шундый бай йөкмәткәле шәҗәрә ул. Таким образом, транслитерацию текста шежере на кириллицу осуществил в 1954 году Мухаммад хан Одногулов, а в 1960 году
Оно было передано в башкирский филиал Академии наук СССР. К сожалению, судьба арабографичного оригинала неизвестна. Ол тоже язучы, шағир кіші болған, заманында ол шиғырлар да язған, һәм өзінің псевдонимын ол йөріткән Матхан Буйский тип. Мухаммедханнан сокращенно Матханны алған, Буа елғасы ярында болғаш инде безнең авыллар. Біз барыбызда Буа буе кешеләре тип үзебезне хис итәбез, санайбыз, һәм ол Буйский дигән псевдоним белән йөргән. Две генеалогии рода Уран начинаются с Уранбия, мифического родоначальника рода Уран. В Шежере из аула Тартар Янаульского района говорится, что один из уранских беев по имени Авдуак, сын Асанбая, получил от падишаха Ивана Васильевича право владения землей, то есть он жил во второй половине XVI века. Ол Авдуак бейне әлі мен шәжерәләр белән шөгыльләнмәйдерем. Бер авылдагы баба инде әйтте миңа. Менә безнең яктан инде Авдуак бей шул Мәскәүгә барып, шаңгы белән кыш көне Мәскәүгә барып, документ алып кайткан, менә шу җирләргә грамота алып кайткан дип әйтте инде. Халык телендә инде шу әйтәм бит инде бабайлар, алар Айсуак дип әйтәләр инде. Айсуак бит дип. Таким образом, Авдуак – это искаженная Айсуак. Интерес к своему прошлому среди жителей села Киса-Каин пробудился в 90-х годах прошлого века, когда на фоне кризиса советской идентичности в обществе возникло стремление восстановить связь времен, то есть соединить прошлое с настоящим. Тарих белән кызыксына башлауыма сәбәпче шушында эшләгән вакытым иде тоже. Ул вакытта колхоз рәисе булып Насыров Заки Ильясович эшләйдер, һәм ул тоже тарих белән кызыксынды, һәм авылның тарихын ныклабрак өйрәнергә, ныклабрак белергә безнең күренекле галимебез, тарихчыбыз Асфандияров Әнвәр Закировичны безгә кунакка чакырды. Әнвәр Закирович ул буш килмәде, менә минем алда яткан, менә шушындый Кисакаин авылы халкын нәселләргә кайсы кем нинди нәселгә туры килә, менә шушындый эшләп алып килде инде, шушындый язулар. Соединение данных архивных источников и Шежере создали целостную картину. Долгое время предания об Авдуак или Айсуак-бии считались всего лишь фольклором, пока историк Булат Азнабаев не отыскал в Российском государственном архиве древних актов любопытный документ. Бил челом государю и великому князю Иоанну Васильевичу Уфимского уезду Осинской дороги Уранской волости башкирец Авдуак Санбаев, а сказал, что за службы его пожаловал государь-царь и великий князь в той волости за Камою рекой. По существу Авдуак Санбаев владел этими землями еще до прихода русских. И формально он наделялся этой землей фактически как подтверждение того фактического положения, которым он уже обладал. Но если это подтверждение раньше указывало, например, скорее всего, на казанских ханов, то теперь ему требовалось получить подтверждение от новой власти, от Ивана IV. Потому что просто так получить земельные владения человеку, который, собственно, на этой земле не живет и не хозяйствует, было очень сложно. Таким образом, Авдуак или Айсуак Исанбаев оказался реальной личностью, что еще раз показывает высокую степень достоверности башкирских Шежере. Он, по всей видимости, был главой клана Уран, бием, и одновременно служилым башкиром, то есть тарханом. Если сравнивать, например, ярлыки на тарханство, которые давались казанскими ханами, например, Сахиб-Гиреем, да, обратите внимание, жалуется, как правило, глава рода, что подразумевает в себе фактически весь род. Вот и ситуация с Авдуак Санбаевым, она такая же. Почему потомки Авдуака Санбаева апеллировали к нему как именно
родоначальнику, а не как отдельному помещику, служилому человеку. Он фактически получил документ на всю волость, потому что башкиры не воспринимали индивидуальное помещичье хозяйство, а отдельное земельное владение. Для них это все была коллективная форма собственности, причем родовой собственности. Тем временем мы приближаемся к мосту через реку Каму. Останавливаемся перед шлагбаумом контрольно-пропускного пункта, чтобы внести положенные для нашего типа транспортного средства 1000 рублей, ибо проезд платный. Едем дальше, и нам открывается обширная водная гладь. В средневековой географии именно Кама, благодаря своей полноводности, считалась основным течением Великой Восточноевропейской водной магистрали, а Волга считалась ее притоком. Останавливаться на мосту запрещено, поэтому довольствуемся съемкой из окна и удивляемся тому, каким образом в далеком XVI веке, когда не существовало переправы через Каму, Айсуак-Бию и его сородичам удавалось контролировать закамскую часть своей вотчины. Съехав с моста, движемся к городку Камбарка. В 1805 году башкиры деревни Комовой обратились к императору Павлу Петровичу, доказывая, что земля, где расположен Камбарский завод Демидова, принадлежал их предку Абдуаку Санбаеву. Камбарский завод – это ныне город Камбарка, Республики Удмуртия. Камбарка – это маленький городок с населением 10 тысяч человек, возникший в 1741 году. В 1805 году потомки Айсуак-Бия просили императора Павла I учиненные камбарского господина Демидова завода и Енейской волости, поверенными из нашей Уранской волости спорные отводы, уничтожить, а утвердить все оные земли по прежнему владению за нами, Уранской волости, башкирцами. Выходит, часть вотчины Айсуак-Бия в XVIII веке была захвачена заводчиком Демидовым и башкирами соседней Енейской волости. В XIX веке уранцы вспомнили об этом и подали иск. Кстати, отношения башкир с заводчиками всегда складывались непросто. Задолго до появления Демидовых на Среднем Урале орудовали Строгановы, получившие от царя Ивана IV право на владение миллионами десятин якобы пустопорожних земель и основавшие на них свою торгово-промышленную империю, не считаясь с вотчинными правами башкир, также подтвержденными Иваном IV. Таким образом возникла правовая коллизия, когда один юридический акт противоречил другому. В итоге вспыхнули первые волнения коренного населения. В грамоте 1572 года царя Ивана Васильевича братьям Якову и Григорию Строгановым говорится: «Приходили наши изменники Черемиса на Каму, 40 человек, да с ними да остяки и башкирцы и буинцы войною, и побили да на Каме пермич торговых людей и ватащиков 87 человек, и как вам вся наша грамота придет, и вы бы жили с великим бережением». Упомянутые в грамоте буинцы, то есть жители долины реки Буй, это и есть башкиры рода Уран. Между тем, двигаясь параллельно течению реки Буй, мы достигли крупнейшего селения башкир-уранцев, села Карманово, в котором ныне проживает более 1200 человек. Село расположено рядом с одноименным Кармановским водохранилищем. Мы направляемся к этому гидротехническому сооружению, проезжаем по плотине, запрудившей реку Буй и вынудившей ее разлиться на 3,5 километра в ширину и на 15 в длину. Кармановская ГРЭС широко известна жителям Башкортостана и не только им. Название гидроэлектростанции происходит от находящегося поблизости старинного башкирского села Карманово. В свою очередь, данный топоним несет в себе имя знатного башкира, главы клана Уран, жившего в конце 17-го, начале 18 веков, Кармана Бигбова. Карман – это стяженная форма имени Кахарман, что в переводе с персидского значит «герой». Карман или Кахарман Бигбов был не просто главой ага клана Урана. Он был, как писали в советской историографии, башкирским феодалом, влиятельным вотчинником Уранской волости.
В 1694 году уфимскому воеводе Головину пришла грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей, из которой следовало: били челом государям Уфимского уезда Осинской, Казанской, Сибирской и Ногайской дороги башкирцы Тарханы и Ясашные, Тлешка Бегенешев, Карманка Бекбовов, Ишейка Ишкилдин, Кулчерка Кельмяков с товарищи. Далее царь пересказывал суть их жалобы. В недавних годах на тех их старинных вотчинах и во всяких угодьях поселились пришлые русские люди, и татара, и чуваша, и черемеса, и ватики, и оттого их многолюдство, есаку и всяких податей платить стало им нечем. Чаще всего, кстати, это происходило вот там, на северо-западе пермских земель, где активно шла русская промысловая колонизация, в частности, графов Строгановых и так далее, и так далее. Причем здесь дело еще усугублялось тем, что русский человек воспринимал чужую собственность по принципу освоенности территории. Если он видел, что землю никто не пахал, сено никто не косил, лес никто не рубил, он рассматривал эту территорию как дикое поросшее поле, то есть пустопорожние земли. Башкиры же говорили, что мы здесь вообще-то кочуем. То есть для нас эти земли являются сезонным местопребыванием. Охоты или там пастбищ своих и так далее. А русский человек осваивал землю, именно распахивая ее. И понятие заимочного владения землей – это традиция русского землевладения там 15-17 веков. То есть куда топор, саха, коса ходила. В ходе то и дело вспыхивавших восстаний башкиры сгоняли незаконных переселенцев, сжигали их деревни. Это, конечно, не касалось тех, кто жил по дозволению хозяев, оформив с ними договор о припуске. Я знаю, например, что ситуация по реке Кама, которую башкиры заявили как раз в том числе и по документу Абдуа Кусамбаева, он не решался столетиями. То есть иногда башкирам удавалось доказать, например, о рыбной ловле по реке Кама, но в ряде случаев государство жаловало, например, Саво-Сторожевскому монастырю эти водные ресурсы, хотя они в вотчинах башкир указаны. И если посмотреть, кстати, на историю всех восстаний 17 века, башкиры как раз-таки жалуются на непоследовательность политики властей. Если вы декларируете какие-то права, то вы должны их придерживаться. Но, собственно говоря, восстание 704 года началось от недоумения вообще. Петр ли I издал эти указы, которые, собственно, опровергали все предшествующие законы в отношении башкир. В 1704 году в Башкирии разгорелось очередное восстание, вызванное небывалыми злоупотреблениями местной администрации. В 1707 году в сражении близ горы Юрактау Тархан Алдар Исикеев, предводитель восставших башкир, разгромил войска уфимского гарнизона. Затем башкиры вторглись на территорию Казанского уезда и опустошили его вплоть до самой Казани. Тогда с предводителями восстания вступил в переговоры присланный из Москвы боярин Петр Хованский, уговоривший их отступить за Каму и пообещавший от имени царя Петра I наказать чиновников, которые спровоцировали конфликт. Тем самым правительство признало правоту башкир и справедливость их требований. В среде повстанцев сразу же обозначился раскол. Алдар-Батыр выступал за продолжение восстания и отказ от русского подданства, в знак чего пригласил потомка сибирского хана Кучума и провозгласил ханом Башкирии. Однако его бывшие соратники, считая конфликт исчерпанным, а жажду мести утоленной, выступили за примирение с правительством и написали Алдару гневное письмо, в котором упоминается имя Кармана. По ику реке от Кусюма-Батыря, Казанской дороги от Уразая, Осинской дороги от Кармана до от Имая, Сибирской дороги от Земетя и от всех башкирцев, и от мещеряков, и от чуваш, и от ватиков, и от черемесы, и от новокрещенов, и от всех властей. Ты, Алдар, всеми ордами мутишь, и худого своего дела не откидываешь и делаешь худо. Как видим, Кахарман Бекбавов был участником описанных событий и вместе с Кучум-Батыром Туликеевым выступал за прекращение восстания. В шестом поколении от нашего знаменитого
Айсуака Исанбаева стоит Мардаш. Сын Мардаша Бикпау, а сын Бикпау Кагарман. Но в русских записях его писали Карман. У Кармана, Кагармана, было 3 сына: Рахманкул, Назаргол и Юзи. Но нам больше всего знаменит, известен Юзи Карманов. Почему? Знаменит Юзи Карманов тем, что в 1759 году вместе с Мутиным они ездили в Санкт-Петербург как защитник вотчинных прав башкир. В 1759 году от башкирского и мишарского народов были выбраны несколько человек для выражения верности Елизавете Петровне. В числе лиц, удостоенных такой чести, был Юзей Карманов, сын Кармана Бикбова, выбранный делегатом от башкир-осинской дороги. Пользуясь случаем, он вместе с Тимиром Мутиным, старшиной Гирейской волости, подал императрице прошение о защите вотчинных прав башкирского народа. После чего последовала резолюция Сената. И впредь оному башкирскому народу отнюдь никому никаких обид и разорений не чинить, и в угодьях их насильством не селиться, и оттого всего их башкирцев не токмо защищать, но притом показывать им всякую благосклонность. Однако на деле царские указы ввиду своей неконкретности носили декларативный характер, поэтому, как правило, игнорировались. Мулла Батыршах Алиев, живший на сибирской дороге Башкирии, оставил уникальное по своей реалистичности литературное произведение, а именно обращение Гаризанаме к императрице Елизавете Петровне. В нем он приводит сетования башкир по поводу бессилия закона перед произволом местного начальства. «Мы не называем падишаха злодеем, он справедливый. Однако какая нам польза от его справедливости, находящейся у него за пазухой и не дошедшей до нас?» Накануне башкирского восстания 1755 года мулла Батыршах, по его словам, посетил аул Урта Уранской волости, то есть нынешнее село Старый Уртаул, в котором теперь проживает чуть более 200 человек. Уртаул ауылы бик зор булган. Моннан бу ауылдан менә күчеп киткән авыллар Яңа Уртаул, Навартаул диләр инде. Аннан Пулат менә шуннан әз генә ераграк. Аннан соң Үрнәк, яна ул кырында Үрмәде дигән авыллар. Ул буа буенда менә шул авыллар моннан күчеп киткән бу авылдан. Бу авыл бик зур булган, ул Карманнан кала иң карт авыллар берсе Карман, икенче авыл безнең Уртаул, Иске Уртаул булган. Уртаульцы во время застолья говорили мулле Батыршаху: «Люди нашей лесной страны, наши башкиры и прочие, весьма воинственные и искусные стрелки из лука. Наши санайские луки ценой в 40-50 копеек лучше, чем 10-20 рублевые адрианопольские луки Эдерне степных башкир, потому что, несмотря на любую жаркую погоду, после каждой стрельбы становятся они все крепче. Выпущенные из них наши стрелы пробивают любого дикого зверя насквозь». Далее Батыршах Алиев сообщает, что уртаульцы ему говорили: «Наши люди столь искусны в ходьбе на лыжах, что убегающий в лесу зверь от них не спасется. Они перепрыгивают через встречающиеся по пути деревья вышиной в лошадь. Рысистая лошадь, идущая дорогой во всю рысь, не может догнать наших лыжников, бегущих по снегу». В подтверждение военной удали, как они говорили, башкир лесной стороны, они привели пример уничтожения их соседями, башкирами Ганинской волости, полка в 1000 человек во время восстания 1735-40-х годов. Башкиры Уранской и Гайнинской волостей многие века находились в теснейшем взаимодействии, хотя сегодня Бардымский район, эксклавный ареал проживания башкир-гайнинцев, отделяет от Республики Башкортостан Куйдинский район Пермского края. Но вплоть до XIX века гайнинцы и уранцы соседствовали друг с другом непосредственно.
многовековые контакты очень сблизили два башкирских клана. Не случайно в третьем из дошедших до нас шежере рода Уран, хранившемся в селе Уртаул, имеются переклички с генеалогией башкир-гайнинцев. Пояснение гласит: Уран башкортларның шежересе, то есть шежере уранских башкир. Родословная начинается с Буртык или Буркут-бея, который упоминается в башкирском сказании «Повесть о Чингисхане», являющемся изложением политического мифа башкир об их месте в Монгольской империи. Потом Чингисхан сказал: «Эй, Буркут-бей, пусть твоим деревом будет клен, птицей удот, боевым кличем бурух, тамгой, буква хамза». Интересно, что упомянутые атрибуты власти мы находим в шежере башкир рода Гайна, а это значит, что оба рода, Гайна и Уран, возводили свое происхождение к одному и тому же предку. Дело в том, что Дафтар Чингизнаме было написано в конце 17 века, когда башкирский этнос политически уже достаточно был консолидирован. И требовался миф, который подтверждал единство происхождения. Поэтому Дафтар Чингизнаме – это не исторический труд, который отражает реальность. Он скорее является идеологией. Причем идеологией, которая оправдывает башкирскую политию. Нельзя обойти молчанием тот факт, что шежере уранских башкир от Буркут-бия в свое время было вывезено татарским писателем Нуриханом Фаттахом в Казань, и там издано филологом Марселем Ахмедзяновым в сборнике «Татарские шежере». Последний, игнорируя данные истории и этнографии, также атрибутировал как татарские шежере башкирских родов Кирей, Табын, Кыпчак, Минг, Юрматы, Гайна и других. Налицо грубая фальсификация историй. Тем временем по одной из проселочных дорог мы добрались до села Кумово, известного с 70-х годов XVIII века. Сегодня здесь проживает 268 человек. В Пугачевщине, потрясшей основой Российской империи, в 1773 году приняло участие почти все население Уранской волости. Причем не только башкиры, но также ясачные татары, марийцы и удмурты. Здесь, в селе Кумово, проживал сподвижник Салавата Юлаева, башкир Уранской волости Аид Саитов, которого сам Пугачев удостоил звания полковника. Сначала Аид Саитов сражался против отрядов милиции, сформированных властями из крестьян Сарапульской и Каракулинской властей. В июне 1774 года, когда главная армия Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева приближалась к Каме, Аид Саитов соединился с ними и участвовал во взятии крепости Оса. Когда народный царь двинулся на штурм Казани, Аид Саитов и другие командиры получили приказ задерживать движение правительственных войск, шедших по пятам. В одном из боев Аид Саитов был взят в плен и отправлен в Казанский острог, где скончался, вероятно, от полученных ран или пытки. Сын Аита, Рафик Аитов, в наказание за бунт был записан в гусары. Из Кумова мы держим путь в село Новый Артаул, которое, как уже ясно по названию, является выселком из старого Артаула, основанным в 1847 году. Здесь чувствуется трепетное отношение к истории. В 1980 году в Новом Артауле был создан мемориал в честь 552 павших в ходе Великой Отечественной войны жителей Новоартаульского сельсовета. В 2020 году произошли еще два события, значимые не только в масштабе района, но и республики. Во-первых, был открыт памятник труженицам тыла, матерям и детям войны. А во-вторых, перед сельской школой был установлен памятник видному политическому и государственному деятелю Башкортостана Халиму Амирову. В честь него же мемориальная доска на здании местной библиотеки. Халим Амиров был участником башкирского национального движения, заложившего основы Башкирской республики и давшего толчок федерализации России. Во время гражданской войны он был политкомиссаром башкирской бригады, сражавшейся летом 1919 года
на Южном фронте против армии Деникина, а затем особо уполномоченным Башревкома на Петроградском фронте. Один из его родственников, Заки Амиров, в начале 30-х годов занимал пост наркома земледелия Башкирской АССР, а другой, Гайнан Амиров, стал известным башкирским писателем. С 2023 года в селе Новый Артаул функционирует школьный музей семьи Амировых. Если литератор и участник Великой Отечественной войны Гайнан Амири всегда был у всех на слуху, то имена его репрессированных в годы Большого террора родственников стали известны широкой общественности совсем недавно. Первая реакция была такова, что неужели такой человек родился в нашем селе, такой видный. По указу правительства Республики Башкортостан в 2020 году в нашей школе присвоено имя Халима Амирова. Вот с этого года у нас возник интерес, кто он такой, чем он занимался, каким он был наш земляк. И с таким большим интересом мы начали изучать Халима Наситовича Амирова. Беспамятство советской эпохи, когда утопические грезы о будущем отодвинули на задний план ценности ближней жизни, ныне сменилось пробуждением интереса к локальной истории, к прошлому своей семьи и рода. Если профессиональных историков волнуют абстрактные научные проблемы, то составители ШЖР извлекают из небытия, забвения вполне конкретные имена и делают их известными. Минем әткәй Кәрим улы Каран Шакировлар заты, алар Уразли заты, уран уруыннан, Уразли затыннан үскән иске Уртаулда. Ул гел сөйләйдерие: «Кызым, син, пожалуйста, менә буларны онытма. Исемнәрен әйтеп, менә кем безнең Уразлиның 3 малае булган, и эшләле шәҗәрә дип әткәй шундый үтенече булды аның. Уразли менә веткасында безнең билдәле, нык знаменитый писатель Гайнан Амири. Аннан кире участник национального движения Амиров Халим. И шуңа менә әткәйнең нәен просьбасын мин үтәдем дип сөйлим. В нескольких километрах от Нового Артаула находится деревня Татарская Урада. Первая часть названия данного населенного пункта не должна сбивать с толка, как это часто случается. Татарская Урада, а до революции просто Урада, также является селением уранских башкир. На берегу живописной реки Буй расположена наша деревенька. Урада была образована где-то между 1834 и 1843 годами. Есть уникальный документ, который появился благодаря авантюризму моих предков. Оно называется «Дело по рапорту полковника Жуковского об оставлении навсегда башкир, выселившихся без воли начальства из деревень Уртауловой, Иванаевой, Янауловой в количестве 16 семей во вновь заселенной ими деревне Урада». Документ от 7 июня 1845 года. Выше по течению находится деревня Водская, то есть Удмуртская Урада. А уже на территории Куйдинского района Пермского края есть просто Урада или Русская Урада. Поэтому, чтобы не было путаницы, администрация стала маркировать ее как татарскую, поскольку в обыденном сознании русского населения любой тюркоязычный мусульманин был татарин. По этой же логике на административной карте появились такие названия, как Татар-Улканово в Туймазинском районе, Татарский Миниус в Илишевском районе, Татарская Тумбарла в Бавлинском районе Татарстана и многие другие. Я считаю, что произошла историческая несправедливость, поскольку данную деревню обосновали башкиры. Большая часть населения, 99% вот на сегодняшний день, составляют башкиры. И вот каким-то образом потомки тех башкир
умудрились забыть свои корни в какой-то степени. Этому способствовало то, что они учились на татарском языке. Впервые приставка «тат» появилась в документе от 29 года. Это дело о закрытии Урадинской мечети. Там не было написано, что татарская Урада, просто было написано «тат.урада». Хотелось бы, конечно, вернуть историческое название нашей деревни, очень хотелось бы. Старый Куюк – одно из старинных сел Уранской волости и Янаульского района. Оно известно с середины XVIII века. Здесь родился борец за установление советской власти Хафиз Фахриддинов, погибший в 1920 году и похороненный на кладбище родного села. Интересно, что в качестве псевдонима он выбрал название своего рода. Теперь одна из улиц села Старый Куюк ныне носит имя Хафиза Уранского. Куюк ауылы ол Уран волысы Асимский дорогага относится еткен. Куюк ауылынан бик көп күренекле кешеләр чыккан. Безнең районда 6 социалистик герой бар. Шуларның берсе Фидос Асхадуллин, шушы Куюк авыл кырында урнашкан зур булмаган Шулпан авылында туып үскән. Бывший моряк-подводник Фидус Фаизович Асхадуллин был участником знаменитого похода ледокола «Арктика» 1977 года, который завершился первым в истории достижением полюса кораблем в надводном положении. За выдающиеся заслуги он был удостоен звания Героя социалистического труда. Есть у башкир-уранцев также свой герой Советского Союза Максум Имамуддинов. В напоминание о его подвигах в поселке Прогресс установлен памятник, из текста которого следует, что он родился в ныне несуществующей деревне Кызыл-Яр. Дело в том, что Кызыл-Яр, а также другие уранские деревни Бодряж и Урдяк исчезли при строительстве Кармановского водохранилища, а их жители переселены в новопостроенный поселок. Гигантомания советского времени не считалась такими мелочами, как мнение крестьян относительно принудительной смены места жительства. Не учитывались и другие, мешавшие генеральной линии частности. Без башкира, но то, что вот насильно нас лишили своего родного языка и не дали обучаться на своем родном языке, перевели на татарский. Вот я 10 лет обучался на татарском языке. И исходя из этого, что я могу сказать, но несмотря на это, мы и татарскими не стали, и литбаш языки тоже не могли освоить. Но все равно мы разговариваем в жизни, по жизни, у нас окружающая среда, общение на своем местном башкирском языке. О том, как происходил процесс отчуждения башкир Янаульского района от родной культуры, свидетельствуют документы. В постановлении Бюро Янаульского райкома ВКПБ от 10 августа 1933 года признается, что в районе башкир 58%, татар 15%, русских 12%, удмуртов 10,9%, марийцев 3%, прочие 0,8%. Далее утверждается, большинство населения, коренное население района – башкиры, у которых татарский язык фактически является разговорным языком. На этом основании Бюро райкома ВКПБ считает правильным решение башкирского правительства об установлении делопроизводства на татарском и русском языках. А это значило, что башкирское население района также переводилось на татарский язык обучения в школах. Например, давлеканские, их же не перевели, например, давлеканский башкир. Они обучались, пытались обучаться на литбаше. А нас заставили обучаться. Вот я еще помню, вот один из учителей, вот здесь фотография, вот мына был немедер дәрес әйткәнем инде, ул татар теленә укыталар инде. Нәмә син, әлләмә сөйләйсең, нәмә ат күтендә була ул,
Нәрсе деп айтырға керек деп меня оскорбил перед всем классом. Вот это я запомнил. Так что нам не дали не разговаривать на своем родном языке, не обучаться тем более. Это была глубокая ошибка, что перевели на обучение на татарском языке. В это время Башкирской ССР руководили старый большевик Яков Быкин и коммунист призыва 20-х годов Зиннатулла Булашев. Не будучи специалистами в области языкознания, они шли в фарватере заблуждений языковеда Габбаса Давлетшина, сформированных еще в XIX веке православными миссионерами, авторами кириллических алфавитов для башкир, татар и казахов Василием Катаринским и Александром Бессоновым. Все диалекты башкирского языка, кроме юго-восточного, они ошибочно считали испорченными иновлиянием. Было принято решение, что местный язык на стандартный башкирский не похож, поэтому не надо пытаться внедрять его, а нужно просто передать обеспечение этого района образовательными материалами, учительскими кадрами и так далее Татарская ССР. Это было таким снятием ответственности с себя и с республики, которое повлекло серьезные и очень печальные последствия. И уже к концу 30-х годов ученые-лингвисты во главе с Закиром Шакировичем Шакировым, во главе с Тагиром Галямовичем Баишевым пришли к выводу, что нет, это действительно нормальный башкирский язык, и была допущена ошибка. Однако до реального исправления этой ошибки дело в советское время так и не дошло. При этом власти соседней татарской АССР на подконтрольной им территории проводили политику сплошной татаризации сотен тысяч башкир, а также типтярей, мешарей и кряшин, бывших Мензелинского и Бугульминского уездов. Приветствовать их действия, конечно же, нельзя, но логику понять несложно. Они пытались увеличить численность титульного народа в интересах собственного национального проекта. Но почему же власти Башкирской АССР не поступали подобным же образом? Мало того, они передали на попечение татарской системы школьного образования не только Башкир-Татарской АССР, Пермской, Свердловской, Оренбургской областей, но даже северо-западного региона самой Башкирской республики. Трудно себе найти аналогии случившемуся в 1933 году. Вряд ли бы, например, власти советского Казахстана согласились на введение в половине школ своей республики официального языка соседней Узбекской ССР и наоборот. Такое было просто немыслимо. Однако в Башкирии, как показала история, было возможно все. Есть ли выход из нынешней ситуации? Бүгін мы считаем, что немедленно хотя бы первые ступени в школах, хотя бы первых 3 классов, 4 классов, обучить на своем местном диалекте. Я считаю, не надо бояться применить политическую волю, несмотря на этих возражений некоторых этих филологов, которые цепляются за кончики там букв или хвосты этих букв. Нас признали люди башкирами, но обучать башкир на башкирском местном диалекте пока решение не принято. Мы считаем, что это быстрее надо делать. При таких чиновниках, чиновники это в ругательном смысле, я уже говорю, конечно, мы не сохраним северо-западных башкир. Не хотелось бы заканчивать наш фильм исследования на грустной ноте. Поэтому, покидая Янаульский район, мы на минутку заглянули в дом к ныне уже покойному краеведу Марсу Сабирову, с которым записали интервью 15 лет назад, в 2010 году, и встретились с его внуком. Значит, мой дедушка Сабиров Марс Сабирович, он увлекся своей родословной, ему стало интересно, кто его предки. То есть он составил вот большое древо, наше древо, которым я сильно горжусь, начиная от Ахтанби, заканчивая вот как раз-таки нами. Вот, например, Уран-Иле – это башкирский род, представителем которого я являюсь. Вот эти вот все документы, шажере, мне перешло по наследству от моего дяди, и я буду свято вот хранить память о нем, об этом всем, буду дальше пополнять его.
Когда родятся мои дети, я тоже внесу их имена в эту родословную и расскажу им о ней, чтобы они знали свою историю своих предков. Проехав почти по всей территории бывшей Уранской волости, на которой ныне расположены десятки сел и деревень, 2 поселка – Прогресс и Энергетик, 2 города – Янаул и Камбарка, Кармановское водохранилище и одноименное ГРЭС, под певучий голос народного артиста Башкортостана Фанави Салихова, уроженца уранской деревни Исхак, мы возвращались в Уфу. На этом все. До свидания, Янаульский район. До свидания, наши старые и вновь приобретенные друзья. Надеюсь, при нашей следующей встрече, через какой-то промежуток времени, мы будем обсуждать совсем иные вопросы, поскольку проблемы, поднятые в данном фильме, уже будут решены. Всем добра и счастья!